Вы смотрите новости, в студии Иван Лазаренко, и вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Владимир Путин предложил выделить на новую программу расселения аварийного жилья 45 миллиардов рублей. В рамках 17-го Казанского международного фестиваля кино состоялся спецпоказ исторической эпопеи «Тыгын-Дархан». Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2021» начала свою работу в Москве. Среди участников есть и якутяне. Строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Газпром». На кадрах, снятых еще в сентябре, трубоукладчики баржи «Фортуна» работают над последним участком трубопровода в открытом море недалеко от острова Рюген. Планируется, что газопровод протяженностью 1200 километров будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. Проходящий по дну Балтийского моря «Северный поток-2» будет поставлять природный газ на внутренний рынок Евросоюза из крупнейших в мире газовых месторождений России. Глава государства Владимир Путин предложил выделить на новую программу расселения аварийного жилья 45 миллиардов рублей. В рамках этой программы аварийным будут признавать жилье, которое подлежит расселению по состоянию на 1 января текущего года. Пока проект не подписан, однако работы с жильцами уже ведутся. Подробности в материале моих коллег. Старые доски безжалостно отправляются в ковш. Скоро здесь останется ровная площадка. Бывшие жильцы дома 23А на проспекте Ленинградский давно живут в новых квартирах. А вот их соседи на Ленинградском 27А только недавно узнали, что их старая деревянная двухэтажка попала в программу переселения. Представители народного актива встретились с жильцами. Главная задача – определить, кому нужна денежная компенсация, а кому квадратные метры. Мы покупаем квартиры в каменном исполнении, то есть в наших домах вот. Свечка, ну, то есть кто предлагает, город выставляет аукцион, соответственно, кто обращается, люди приводят в порядок свое жилье, либо приходят, ну, условно, собственники, но вот вы, то есть вам будет предоставлена возможность посмотреть на эту квартиру, если она вас устраивает. Оля, иди сюда. Соответственно, можете переселиться. Год назад предложение продлить программу переселения с 2017 до 2021 года в народную программу «Единой России» направила Галина Данчикова, депутат Госдумы от Якутии. В конце августа Владимир Путин проект от «Единой России» поддержал. Нужно двигаться дальше. Не только поддержать те субъекты федерации, которые активно переселяют людей из аварийных домов, но и запустить новую программу. Полностью согласен с предложением на этот счет «Единой России». Программу, по которой будет расселено жилье, признанное таковым аварийным на 1 января 2021 года. По всей стране, уважаемые коллеги, это более 11 миллионов квадратных метров. И в качестве первоочередного шага предлагаю выделить на эти цели 45 миллиардов рублей из федерального бюджета. В Мирном таких домов 59. Под расселение должны попасть дома по улицам Ленинградский проспект, 40 лет октября, Амосова, Ленина, Аюмского, Логовая, Ручейная, Космонавтов, Соболева, Куницына, Бабкова, Кирова, Комсомольская, Московская, Геологическая, Петра Алексеева, Звездная, Ленская, 50 лет октября. Узнать, попадет ли ваш дом под программу, можно на сайте городской администрации. Не обойдет стороной программа и жителей поселка Алмазный. Здесь комиссия признала ветхими 55 домов. Некоторые постройки стоят с 1963 года. Если проект программы утвердят, к 2024-му в Мирнинском районе расселят 188 квартирных домов. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Сегодня в преддверии Дня города в столице региона состоялась торжественная церемония открытия памятного знака «Священное озеро Сайсары». Озеро Сайсары – это историко-культурный, сакральный, географический центр всей Якутии. Место жительства легендарных прародителей якутского народа Навагой-Бая и Нелейбоутура. В средние века на берегах Сайсары располагалась ставка тыгынидов, правящего рода народа Саха. Основной идеей проекта является именно подчеркнуть связь поколений. В уже имеющемся плане проекта учтены множество пожеланий: обустройство и облагораживание озера, зонирование, формирование непрерывной пешеходной сети. Также планируется создать площадки для занятий спортом. На данный момент на территории озера проходит субботник, в котором принимают участие представители землячеств и студенты вузов Якутска. Сегодня мы участвуем на открытии информационного столба о священном озере Сайсары.
На прошлом месяце, в августе, решением Общественного совета Департамента по охране объектов культурного наследия наше священное озеро Сайсара, которое наши предки и мы почитали всю историю нашу, наделили статусом выявленный объект культурного наследия. Что это означает? Это означает, что данное озеро по периметру своего берега становится охраняемым законом, что подразумевает разграничение определенного вида работ, то есть отсыпки, постройки зданий и сооружений, которые разрушают внешний вид, которые могут разрушить водную гладь данного озера. То есть масса ограничений. И к другим темам. Проводится проверка по факту гибели 2 жителей города Якутска в результате пожара в частном доме. Напомню, вчера поздно вечером в следственный отдел по городу Якутску поступило сообщение об обнаружении 2 тел при тушении пожара в одном из домов, расположенных в соцприрода на 16-м километре Вилюйского тракта. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой входили следователи и следователь-криминалист. Установлено, что в результате пожара в частном доме погибли 2 мужчин 57 и 54 годов рождения. Обстоятельства смерти и причины пожара устанавливаются. В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. Мы продолжим следить за развитием этой ситуации. Что касается лесопожарной обстановки, то в Якутии за последние сутки ликвидировано 12 лесных пожаров в Амгинском, Кангаласском, Жиганском, Мирнинском и Среднеколымском районах. За сутки прирост площади лесных пожаров в зоне контроля составил больше 75 тысяч гектаров. Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Семен Яковлев. Он также отметил, что к отчетному времени на территории республики с учетом зон контроля действует 57 лесных пожаров, из них на охраняемой территории действует 12. Сегодня задействовано 436 человек в тушении лесного пожара и 49 единиц тяжелой техники. Работает всего воздушной техники 5 и 2 вертолета ВСУ на тушение лесных пожаров Вилюйского, Усманского и центральных районов. На сегодняшний день по населенным пунктам и объектам экономики угрозы нет. Сегодня в столице региона проходит чествование огнеборцев, самоотверженно боровшихся с лесными пожарами. На прямой связи с места событий наш корреспондент Марфирина Алексеева. Марфирина, приветствую, ждем всех подробностей. Иван, приветствую. Сегодня в этот праздничный день в рамках празднования 389-летия с основания города Якутска проходит чествование огнеборцев. Прямо сейчас вот подошли как раз-таки огнеборцы, власти города, и начинается чествование. Как вот нам всем известно, в этом году июль выдался очень сухим и жарким, и поэтому на территории городского округа город Якутск зарегистрировано целых 11 лесных пожаров. Природный пожар номер 8 возник на границах территории городского округа город Якутск, Горного, Инамского, Улусов. Начался пожар 28 июня, ликвидирован 7 июля. В тушении данного пожара участвовало примерно около 120 добровольцев и 24 волонтера. Площадь пожара составляла 1320 гектаров. Сегодня во время мероприятия, когда будет чествование огнеборцев, всем огнеборцам подарят подарки, грамоты, благодарности, а в конце мероприятия выпустят белых голубей в честь мира, белого неба и добра. На этом у меня все. Смотрите новости, им подробнее расскажем, кому выдали грамоты. Марфирина, я тебя благодарю. Напомню, на прямой связи с мероприятия, где будут чествовать огнеборцев, была наш корреспондент Марфирина Алексеева.
В рамках 17-го Казанского международного фестиваля кино состоялся спецпоказ исторической эпопеи «Тыгындар-хан» режиссера Никиты Аржакова. Кинолента была заявлена в секции «Тюркский мир» вне конкурсной программы кинофестиваля. Историк, культуролог, директор нового института культурологии Нина Кочеляева отметила, что якутский кинематограф востребован на всех кинофестивальных площадках не только России, но и мира. Эксперт назвала фильм «Тыгындар-хан» бриллиантом, венчающим корону программы фильмов тюркского мира. На Казанском кинофестивале впервые состоялся региональный кинорынок, где режиссеры, продюсеры, прокатчики и представители кинотеатров обсудили проблемы рынка регионального кинопроизводства и проката. В Казань на кинорынок Якутия привезла 6 картин, в том числе и кинокартину «Рядовой Черен». Всего на международном кинофестивале зрители увидят 50 фильмов из 45 стран мира. Участвовало более 10 тысяч населения, массовки. Это вот наш народ. Они до того были энтузиастами, да, и сами приходили вот на эти съемки, которые мы проводили в Якутске. Даже вот некоторые пожилые люди, да, вот женщины, якуточки наши, да, они даже не хотели уходить прямо со съемок. Они ночевали в наших юртах. Увидите, 67 юрт мы поставили. Мы должны друг с другом сотрудничать, как бы держать руку на пульсе, изучать друг друга, какие картины, какие фильмы и какие оригинальные вообще сети существуют. Тем временем в Москве начала свою работу 16-я международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2021». Якутию представляют сразу несколько коллективов. Это и мастерицы по шитью, и ювелиры, и представители коренных малочисленных народов Севера. Мероприятие проходит сразу на нескольких площадках. Самые главные павильоны посетила наш корреспондент в столице Найсена Бурнашова. Целая Северная улица раскинулась сегодня в парке Сокольники. Юрты, яранги, чумы, привезенные из разных регионов страны, выстроились в один красивый ряд. Якутия представила сразу 2 северных жилища, и здесь на входе гостей встречают вот такие меховые изделия, а внутри хозяйка дома угощает национальными блюдами. Здравствуйте! Здорово! Мое самое любимое блюдо – это оленей язык. Ну, ее, конечно, все любят. Это старые забытые традиции называется. Угу. А еще панты, сушеное мясо, дичь и рыба – не просто блюдо, а кулинарное наследие Севера. Все яства приготовлены по старинным рецептам, которые испокон веков передавались от поколения к поколению. Большое внимание участники уделили и самому жилищу. Кстати, юрты или яранги, как принято их еще называть, до сих пор остаются неотъемлемой частью жизни на Севере. Мы сегодня представляем 2 вида жилища. В одном мы показываем традиционное, в котором наши кочевники, оленеводы, охотники, рыбаки. Вот ярангу мы сделали из не дерева, а современные технологии, которые наша Россия и Канада вместе сделали. А вот это рядом у нас уже технологии, которые наша российская. Оно действительно тоже собирается быстро, очень аккуратно. Север не только про быт, но и красоту. Эстетика национальной одежды народов Арктики презентована в соседнем павильоне. Эвены, эвенки, ненцы, якуты – каждый постарался привести свой лучший комплект. Например, Анна Николаевна Семенова показала традиционное якутское пальто, вышитое вручную. У мастерицы каждый узор хранит вековую историю, каждый шов имеет сакральное значение. Передняя часть пальто украшена оберегами Бесхарах. По преданию предков, пальто рассказывает об истории народа или конкретной семьи. Это не просто стильная вставка из металла, а целый рассказ о богатстве рода, об их детях и внуках. «Сокровища Севера» не просто выставка, но и конкурс. Каждую экспозицию, блюдо или костюм будет оценивать независимое жюри. Результаты станут известны уже в это воскресенье. Все участники, конечно, надеются завоевать призовые места, но рассказать о традициях народа и передать эти знания будущим поколениям для них важнее всего. Как зачем? Это уже наши традиционные работы, наши традиции. Поэтому мы передаем молодым. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. К этому часу пока все. О том, как будут развиваться события, мы обязательно расскажем в наших следующих выпусках. Оставайтесь на нашем канале.